В первых рядах зала те, кто не словами, а делом защищал родину. Это и ветераны войны в Афганистане, и герои России, которые рисковали жизнью за сохранение интересов страны и региона. Сегодня в этом зале отдают дань их подвигам. Мухарбек Дзангиев был разведчиком в Афганистане. О его успешной службе и самоотверженности говорят и медали, которые украшают грудь ветерана. Я хотел поздравить всех наших ветеранов, всех наших отцов, дедов, матерей. Я хотел бы, конечно, почаще, чтобы такие праздники были, почаще, чтобы друг друга вспоминали, почаще, чтобы друг друга поздравляли. С приветственным словом к защитникам Отечества обратился глава региона Юнусбек Евкуров. Мы сегодня с вами в преддверии Дня защитника Отечества проводим концерт, посвященный всем нашим защитникам, тех, кого нету среди нас, тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, за малую и большую. Те, кто сегодня служат, выполняют свой воинский долг как внутри страны, так и за пределами страны в составе вооруженных сил Российской Федерации, других силовых структур. И такие у нас сегодня есть, и были, будут, к сожалению или к счастью. Почему? Потому что это связано с общими задачами и с общим направлением военно-патриотического воспитания. Ну и, конечно, поздравление вот этих детишек, которые здесь сидят, которые завтра себя должны представлять тоже и мечтать тоже о том, чтобы стать военными, защищать нашу Родину. Для молодежи, говорю, обязанность учиться, учиться, еще раз учиться, для того, чтобы быть достойны наших героев Отечества. Я сегодня хочу в лице тех ветеранов, которые здесь присутствуют, в том числе Великой Отечественной, тех наших старших, которые здесь в зале присутствуют, пожелать здоровья всем ветеранам, всех войн, как Великой Отечественной, так и локальных войн, и афганцы здесь, и другие участники боевых действий. Пожелать мира, добра нашей республике, нашей великой стране, поздравить всех нас с Днем Героев Отечества и пожелать, чтобы наше подрастающее поколение было достойно своих великих предков. С праздником! Подрастающие герои, а это воспитанники Горского кадетского корпуса и юноармейцы, подготовили для гостей свои номера. Это и песни военных лет, и современные произведения, в которых воспевается мужество и отвага каждого героя. А государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» зажег публику динамичным и ярким выступлением. Стройные горцы в попахах показали в танце сражения двух враждующих армий. Сегодня вспоминали всех тех, чьи имена навсегда вписаны в историю золотыми буквами. В каждой эпохе и в каждом поколении были и есть свои герои. Концерт был замечательный. Много государственных деятелей присутствовало, включая главу республики Юнусбека Маматкереевича, он же генерал, он же герой России. И в этот я хотел бы, пользуясь ситуацией, поздравить с Днем Отечества всех наших коллег, бывших коллег, действующих защитников Отечества. Пожелать им прекрасного будущего, здоровья, главное, мирного неба над головой. Я хочу поздравить тоже ветеранов афганцев, которые сегодня после выполнения своего интернационального долга достойно несут ту вахту, которую им возложило государство 30 лет назад. До сих пор в строю, брави, бодрые, поддерживают наш жизненный потенциал. Ну и, конечно же, всем известная и любимая многими песня «Журавли», в которой воспевается храбрость воинов Великой Отечественной войны. Слова песни, применимые к героям других поколений. Не могли сегодня не почтить и память пассажиров самолета Ту-154, летевшего в Сирию с благородной миссией. Настанет день, и журавлиной стае я поплыву такой же сизом мгле.
С особой гордостью и теплотой сегодня говорят и о первом герое России Суланбеке Асканове. В зале среди гостей есть ребята, которые хотят прославить нашу республику и последовать примеру знаменитого летчика и поступить в военную воздушную академию. Подвиг Асканова на сегодняшний день никто не забыл. И это не является гарантией того, что его не могут забыть завтра. Мы должны поддержать этот пример своим поведением, должны поддержать этот пример его, чтобы завтра его не забыли. А своим рецептом достижения успеха и укрепления силы воли и характера с подрастающим поколением защитников Отечества поделился герой России Абубакар Костоев. Требования очень простые. Главное из них – самовоспитание и саморазвитие. Чтобы они хорошо учились, чтобы слушали свои родители, занимались спортом, трудились физическим трудом, всегда были готовы бороться за счастье, за честь, за достоинство, за безопасность нашей страны. Чтобы они были примерами для подражания других. Защищать интересы Родины можно не только на поле боя или во время спецоперации. Абукар Яндиев всего пару дней назад за считанные минуты выбил победу у своего соперника Александра Бутенко. Спортсмен только сегодня приехал на родину с поясом чемпиона М1 Челлендж в легком весе. Для юных защитников Отечества это мероприятие стало своего рода возможностью немного отдохнуть от строгого рабочего графика и учебы. В наших строгих буднях, конечно, приятно посетить бывает такой концерт, расслабиться, посмотреть выступления. День защитника Отечества – это праздник настоящих мужчин, стоящих на страже безопасности страны и отстаивающих ее интересы, которые готовы в любой момент отдать жизнь за свою родину. И пока они есть, любимая страна может спать спокойно. Мария Мистоева, Рамзан Зурабов, Новости 24.